богатом восточном наряде, в гареме, тиха и грустна ростовская девушка Надя на север глядит из окна. Повсюду заморские птички и множество преданных слуг, но девушке все безразлично, и шелк, и халва, и урюк. Тоскует она по заводу, где прежде мешала бетон, по клубу, где к Новому году смердел на столах самогон, где парни вдали от столицы, к душевной стремясь к красоте, друг другу рабочие лица старались набить в темноте. И даже красавца султана, чья кровь, как огонь горяча, она Сердюковым Степаном тихонько звала по ночам. Ах, девушки Нади и Раи, вам снится Стамбул и Багдад, гаремы вам кажутся раем, где нет ни борьбы, ни труда. Танцуете полунагие, забыв о проблемах села. Но скрутит порой ностальгия, и станет вам жизнь немила. Не бегите, девушки. Спасибо. И еще я вспомнил такой случай, какие коварные бывают женщины, а какие мужчины бывают коварные. На одном из приемов, это было, когда был жив Черчилль, все вы помните этого удивительного, да. Ну все же ему жали руку, все на таком приеме, значит, и вот подходит официант с подносом, он берет бокал вина, и рядом очаровательная женщина тоже берет вина, бокал, смотрит на него, чокается и говорит: вот если бы вы были моим мужем, я бы вам в бокал насыпала яду. Он улыбнулся и сказал: да, если бы вы были моей женой, я бы его выпил. Спасибо вам, милые женщины.